Мгм. Итак, деепричастие, да? Сегодняшняя тема очень популярная, часть речи в удмуртском языке. Итак, возьмем самые базовые деепричастия. Пожалуй, да, и надо сказать, что деепричастие, да, как это в русском языке, идя, напевая, не емши и так далее. То есть это та часть речи, которая придает некоторый оттенок глаголу, действию. Вот. И это может быть выражение как У меня у разных одной звук оттенков. плохой от Ольги. Видимо, у меня хорошо. А, У это у меня меня, средний. значит, что-то. У меня хороший. Все, извините. Угу. Вот, смотрим. Смотрите, да, наверное, самый популярный из деепричастий в удмуртском языке это деепричастие с суффиксом «са». Вот, возьмем сначала пример, посмотрим. Вуш кырджан ёсты кырджа сапуке. Сидит, распевая старые песни. То есть у нас есть здесь основное действие «сидит», а деепричастие дает оттенок, что распевая. То есть два действия сопровождаются. Сидит как, каким образом? Мы можем задать вопрос. То есть вот этот суффикс «са», он про образ действия, каким образом. Да? И соответствует русскому вот, «а» и «я» суффикс. Идя, распевая, сидя и так далее. Вот, второе предложение. Корка пырыса джек щеры пукшис. Войдя в избу, сел за стол. Ну или войдя в дом, сел за стол, да. То есть вот здесь уже действия следуют друг за другим, одно за другим. То есть если здесь он сел, напевая, а здесь он сел за стол после того, как вошел в избу. То есть есть одновременность действия, а есть последовательность действия, через вот это может выражаться. Вот, чтобы не говорить, например, «корка пырис, но джек щеры пукшис». То есть вы бы могли вот эту конструкцию заменить отдельной фразой с глаголом. Вот, а здесь мы сделали компактно с деепричастием. То есть вот запоминайте, «са» – это про образ действия, как, каким образом. Дальше идет суффикс «ку». Он сейчас очень часто замещается словом «ку» отдельным, когда, но это еще я вам покажу отдельно. «Ку» – это временной суффикс, то есть он дает временные отношения. Вот пример читаем. «Щичкы кут тросен верашки». Когда ты ешь, много не говори. Да? И современный удмуртский язык, да, особенно вот если вы в Инстаграме посмотрите или еще в ВКонтакте, да, поколение младше 30 в основном пишет так: «Куке тон пукишкот, верочка». Это чистая калька с русского языка. Куке – это когда. Когда ты сидишь, много не говори. Да? В то время как у нас есть гораздо более компактные ресурсы свои в своем языке. Шишкикут, когда ты ешь. То есть вот эта ку, она переводится на русский как «когда», про время. То есть «са» про образ действия, «ку» про время. И с этим «ку», может быть, вас смутит еще тот факт, что к нему могут добавляться лично-притяжательные суффиксы. Да, то есть вот вы помните, «д» у нас это всегда второе лицо. «Мынышкод», «пукишкод», да, «она ед», твоя мама, «киит», твоя рука. «Д» это всегда такой суффикс маньяк для второго лица. Вот. Идем дальше. Отдельно мы посмотрим вот эти лично-притяжательные суффиксы. Суффикс «тек», он синоним суффикса «са», он отрицает действие, то есть не сделав чего-то. Да, смотрим пример. «Верашкутек пуке» – сидит, не разговаривая. Если бы мы хотели сказать «он сидит, разговаривая», то мы бы суффикс «тек» заменили на суффикс «са». То есть вот «тек» он отрицает суффикс «са». «Верашкыса пуке» – сидит, разговаривая. «Анайзе аджитек кошкис» – уехал или ушел, не повидавшись с мамой.
Да, вот. Если бы мы хотели сказать положительную конструкцию, мы бы сказали «Анайзе аджиса кошкис». Он уехал, повидав маму. Вот. То есть запомните, «са» образ действия, «тек» образ действия, и они антонимы. «Са» – наличие какого-то оттеночного дополнительного действия, «тек» – отсутствие этого действия, «ку» – про время. «Тож» указывает на предел во времени, и может быть противопоставление основному действию. Это вот два наиболее часто встречающихся употребления. Вот смотрите примеры. Куаш кежиц кытош щуреслаш тизы. Сделали дорогу, пока не похолодало. Да? Вот он здесь. Мы этот падеж еще не проходили ведь в этой жизни. Нет. Кто там коронавирусом болеет? Я. Кежицкны, да, холодать, и точ дает значение до того, как похолодало. Да, то есть вот такой некоторый предел. Жади тожам ужай. Жадины уставать. Тожам до какой степени? До степени усталости. Тек пукытош юртывал. Переводится как вместо того, чтобы сидеть сложа руки, поработал бы. То есть вот эти суффиксы, они настолько компактные и настолько делают компактными удмуртское предложение, что, ну, вот сравните, да, какое длинное русское и какое короткое удмуртское. То есть здесь тек пуканы, сидеть сложа руки. И здесь идет противопоставление основному действию. Чем сидеть сложа руки, лучше бы сделал то-то, то-то, да, и так далее. То есть вот к этому «тож», как и «ку», могут добавляться лично притяжательные суффиксы, но мы их тоже посмотрим. То есть вот «тож» – это какой-то предел действия во времени, то есть пока не похолодало, да? Степень действия, работал до какой степени, например, да? Что там, степень какую-то подчеркиваем. И противопоставление основному действию. Лучше бы вот это вместо чего-то основного действия. И суффикс «мон», он употребляется реже, но вы фактически с ним с первого урока. Валамон. Валамон, да, правильно. Вот ты, но щино вальмы с валамон, там и так все понятно. Мон еще может быть и в роли причастия, да, но в чем они отличаются? Это я вам тоже сейчас скажу. Смотрите, значит, причастие, идея причастия, в чем их основная разница? Они оба образуются от глаголов, но причастие, оно относится к существительным и к другим именам, к прилагательным, например. А идея причастия, оно как бы наречие, оно всегда дает каким образом, а причастие какой? Например, от глагола паймыны, да, удивляться. Паймымон нунал, удивительный день, да, то есть здесь у нас будет причастие. Почему? Потому что мы можем задать вопрос, какой день? Паймымон нунал. А во втором примере паймымон чебер. Чебер это у нас прилагательное, имя прилагательное. И перед ним стоит паймымон, оно как наречие уже здесь выступает, удивительно красивый. есть, вот. В принципе, вам это чисто для как бы перевода, что ли, нужно. То есть это на речи, ну, или там на письме, вы это, в принципе, никак, да, на вас не влияет, просто в плане перевода и понимания некоторого это будет важно. Давайте посмотрим лично притяжательные суффиксы. То есть вот у нас, как я сказала, суффиксы «ку» и суффикс «тож» могут присоединять лично притяжательные суффиксы. Это очень часто происходит. Смотрите, вот эти суффиксы, они одинаковые в случае с «тож» и в случае с «ку». «Мыныкум» – когда я иду. «Мыныкуд» – когда ты идешь. «Мыныкуз» – когда он идет. «Мыныкумы» – когда мы идем. «Мыныкуды» – когда вы идете. И «мыныкузы» – когда они идут.
Да? Например, мы кузы тамак куско. Они, когда идут, курят сигареты. Или идя, курят сигареты. И так далее. Мы не тожам, пока я иду, или тут в зависимости от контекста мы будем переводить. Тут может быть, например, мы не тожат, отцы мы не тожат, жингартывал, да? Лучше, чем идти туда, лучше бы ты позвонил. Вот, то есть здесь будет контекст играть роль, какую функцию вот выполняет это деепричастие. То есть это какой-то предел во времени, это какое-то противопоставление основному действию, или это какая-то степень, да, то есть работал до устали и так далее. Мы не тожас до его хождения, скажем так, мы не тожа мы, пока мы идем, мы не тожа ты, вы, мы не тожа зы, они. То есть здесь более четкий перевод нужен внутри контекста. С мыныкум, с ку более легкий вариант, потому что у него одно значение – время, а у тож 3 значения, и они будут в зависимости от контекста выбираться. Вот, так что здесь. Вот, смотрите, значит, ужаса, ужатек, да, это антоним, как я уже говорила, суффикс са образа действия, его наличие, какой-то дополнительный оттенок, ужатек отсутствие этого дополнительного оттенка. Верашка са разговаривая, верашка тек не разговаривая, да. И вот то же, что я говорила, то есть ужакум, кумон, ужашко. Ужакум, когда я работаю, видите, за счет суффикса ку мы показали слово когда, за счет м мы показали, что это про меня речь, а русская калька гораздо длиннее, кумон ужашко. Вот, верашка кут, когда ты говоришь, да, кутон верашки шкот. И тут может быть любое время, и прошедшее, и будущее, и настоящее. Здесь могут быть разные варианты. Ой, толочком, давайте посмотрим примеры. Толон вадишкаса кема пуки. Вчера долго сидел, читая. Да, глагол вадишканы, мы его поставили в форму деепричастия образа действия. Как, каким образом? Толон вадишкаса кема пуки. Куарьос бергаса ущо. Куарьос листья, ущо падают. Бергаса от глагола берганы кружиться. Мы сделали из него образы действия глагола. Сейчас я запишу. Берганы кружиться. То есть вот эти суффиксы са, они дают дополнительное действие. Я сижу как? Читая. Листья падают как? Кружась и так далее. Нелпиос урокын верашкытек пукизы. Глагол верашкыны разговаривать. И мы из него сделали отрицательную форму. Дети на уроке сидели не разговаривая. Образа действия, но отсутствие этого оттенка. То есть они молчали. Так, немножко. Значит, пети востым джечбурьяшкытек кошкиз. Джечбурьяшкыны – это здороваться, да, от слова джечбу. Что получается? Пети, востым – это рядом со мной. Петя рядом со мной прошел, не поздоровавшись, то есть тек дает значение отсутствия этого действия. Гудырьяку пискулын сылыны угяра. Гудырьяны глагол – это громыхать, да, о громе. Тут получается писпу улын сылыны угяра. Под деревом стоять нельзя, когда гремит гром. Вот это гудырьяны. Мы сделали из него деепричастие времени, когда на русский переводим. Москвае ветвыку куашке житвал. Да, погода была холодной, кежит холодная.
когда я ездил в Москву. Да, видите, здесь мы из глагола ветреный ездить сделали форму деепричастия, время, указывающую на время, ку, и добавили лично притяжательный суффикс. И у нас получилось, когда я ездил в Москву, погода холодная была. Дорамы пыракуды минила скинвал. Глагол пыраны заходить. Здесь у нас получается, мы были в лесу, и здесь время указывается, когда вы к нам заходили, да? То есть ку указывает на когда, а ды это суффикс множественного числа второго лица вы, да? Когда вы заходили к нам домой, мы были в лесу. Школа мынытощ нянь дуре ветлы. Мыныны глагол, да, знакомый. Нянь дуре ветлы здесь имеется в виду сходи за хлебом. Такой очень южный вариант фразы. Дур это вообще край. То есть буквально, если переводить, сходи к краю хлеба. Но мы с вами можем заменить дуре, да, более такими литературными, знакомыми вам формами. Это после лог понна, нянь понна ветлы, или тоже более южный вариант, мы добавляем к тому, что для нас является целью, мы добавляем суффикс лы, нянь лы ветлы, то есть сходи за хлебом, у нас в удмуртском языке можно передать через дательный падеж. То есть пока не уйдешь в школу, да? Перед Да. школой, да, пока не пойдешь в школу, да. Мгм. Здесь у нас предел, да, некоторый предел во времени, что перед пока ты не пошел в школу, сходи за хлебом. Гурте берты тожам как частно. Бертыны возвращаться. У нас здесь получается еще 2 часа, тут они ошибку сделали, кык час, да, не как, а кык. Кык частно. Еще 2 часа до моего возвращения домой. Тут предел тоже по времени. Бертыны возвращаться, берты тожам до моего возвращения. То есть мы суффикс тож поставили, он указывает на предел во времени. И дальше добавляем суффикс ям, чтобы указать, что речь идет обо мне. И последнее здесь предложение. Потыны выходить, да? Кежитен кре потытош коркан пуко. Коркан пуко. Я буду сидеть дома вместо того, чтобы выходить в такое холодное время на улицу, да? То есть очень длинное предложение по-русски получается. А кыре это что? Кыр здесь это как ура, педло. Житен кере поты тож. Но, то есть тож здесь как бы вместо. Да, тут противопоставление основному действию. То есть вместо того, чтобы выходить зимой на улицу, я буду сидеть дома. Умой, пойдем еще больше предложений посмотрим. Эти предложения, тот, кто занимался 2 года назад, может быть, будут знакомы. Да, про сиськи кут было. Когда ты ешь, надо сидеть, не разговаривать. Шишка кут, верашка тек пуконо, да, то есть у нас здесь 2 деепричастия. Шишка кут, деепричастие времени с лично-притяжательным суффиксом, потому что речь о тебе. Верашка тек пуконо, надо сидеть как, не разговаривая, да, здесь у нас не может быть лично-притяжательным, только 2 деепричастия с ку и тож добавляют суффиксы. Вот, пуконо надо сидеть. Мы не можем с супругой или с супругом не выпить чая утром, да, не выпив утром чая, если буквально перефразировать. Мику с паленым чукна чай ютек умбыгатышки, да, тоже. Кофе ютек угбыгатышки. Тамак скытек угбыгатышки и так далее, да, то есть без какого-то, без чего-то не можем. Моя мама вяжет, пока смотрит телевизор.
здесь вы сразу смотрите, да, пока смотрит телевизор, здесь когда смотрит телевизор, да, логичнее даже. Мне кажется, по-русски бы тоже, наверное, сказать, когда смотрит телевизор. Ну, это вот те Она... варианты смешные, когда, будучи едучим, с меня слетела шляпа. Ага. Но это на Ну, самом деле, видимо, носители таких языков, как удмуртский, пытались выразить мысль по-русски. да, у нас потому что это не так... Да, Потому что получалось у нас несколько есть... смешно. Да, потому что у нас есть личный притяжательный суффикс еще, он же нам дает знание о том, к кому вообще это относится. Ну А на да. Е телевизор учкыкус кертишке, да, то есть когда мама вяжет, когда смотрит телевизор, вот когда смотрит телевизор, вот телевизор учкыкус. Мы сделали деепричастие времени с лично притяжательным суффиксом «з». Она смотрит телевизор, по-русски как это, вяжа, Вяжа, да. вяжа. Вот, кертишка сад. Тут уже образ действия. Каким образом она смотрит телевизор? Она смотрит телевизор и вяжет. То есть фактически вы могли бы в данном случае сказать со кертишке на телевизоручке. То есть просто перечислить эти действия. Но чтобы подчеркнуть их параллельность, да, некоторую, и более компактно сделать предложение, мы делаем с деепричастием формы. Вот. Их сосед не выдерживает без возражений или не возражая, да, пумит вераны глагол, пумит вератек укчида. Чиданы это терпеть, укчида не терпит, да. Глагол чиданы, вспоминаете, из номуно пилишкено, адямилы чидано. Так он не терпит возражений или не терпит без возражений? Смысл какой? Он не терпит сидеть молча. То есть, Да, то есть он не терпит возражений, он не может не возражать. да, да. Марк, это прям про тебя. Ну, уж ты знаешь, как сказать. На себя посмотри. Обменялись лестностями. Осменялись любезностями. Да, любезностями. До наступления лета хочу похудеть. Да? То А, есть здесь до наступления лета есть некоторый предел по времени. Гужем вуэтож. Да? То есть у нас есть гужем, гужем вуэ. Да? Лето приходит. Пока лето не пришло, я хочу похудеть. Вошмеме поте. Угу. То есть здесь у нас предел про время. Вместо того, чтобы дремать, клевать носом на диване, надо уже ложиться спать. Здесь у нас вместо того, то есть здесь противопоставление двух действий, основному действию противопоставления, да, глагол ныр улыны буквально, ну, подносно, да, под носом. Ныр ул это поднос. Поднос в смысле не утварь кухонная, а ныр это нос, ул это то, что под носом находится. Частушка есть такая, что там едут машины, у них светятся фары. Тут идут мальчишки, у них светятся под носом. Да, ну то есть такая отсылка к тому, что они еще сопляки. Вот. Диван вылын ныр улы тощ, или второй вариант. Нырулыса пукытощ, валесе выдыса и жено ни. То есть ситуация какая? Тут у нас вот прям несколько деепричастий, я сейчас их выделю. То есть здесь можно двояко сказать. Сейчас мы разберем. То есть, смотрите. Вместо того, чтобы дремать, клевать носом на диване, то есть противопоставление основному действию. Поэтому диван влын нырулы тощ, да, вот с суффиксом тощ. Вместо того, чтобы дремать на диване или сидеть дремая, сидеть как бы клюя носом, ныр улыса пукытощ, то есть здесь у нас уже двойное причастие получается. Сидеть, да, пукытощ, как бы противопоставление. Вместо того, чтобы сидеть дремая,
Алисе выдыса и женони, да? Надо спать уже, залечь, как это, каким образом, да? То есть лечь надо в постель и спать уже. Вот. То есть очень часто эти деепричастия сложно перевести на русский язык. Мне кажется, в удмуртском роль вот этого деепричастия выдыса гораздо шире. Есть, например, такие выражения, вот в песне «Кырджаса выжжем». «Кырджаса выжжем алино» и так далее. То есть, смотрите, здесь у нас глагол «кырджаны», «кырджаса», да, напевая, лыжины вообще это запускать, отпускать. Но здесь вот в целом эта фраза означает «запоем». То есть мы как сейчас запоем, и так далее. Вот. Собака Лая просит еду. Пуны утыса щион куре, да? Каким образом утыса просит Лая? Утыны глагол. Белый пушистый снег падает, покрывая черную землю. Покрывая, сразу думайте, что это суффикс «са», потому что каким образом покрывает черную землю? Тоді мами клыны щет музьемес шобыртыса уще. Или, падая, покрывает ущиса шобырте. То есть здесь в любом случае это суффикс образа действия для причастия, каким образом. Так, посмотрим еще. Когда работают, на часы не смотрят. Ужаку час шоры угучко. Да? Когда работают, не смотрят на часы. Час шоры учкотек ужало. Мы сделали антонимичную конструкцию. Работают, несмотря на часы. Угу. Мы работали в огороде до захода солнца. Шунды пукщитош бакчаин ужамы. Да, здесь предел по времени, ну или тут даже скорее степень, да, до какой степени, до какого состояния, вот, до какого состояния, до захода солнца. Вот, тоже. Смотрите, вот мы когда говорим про какие-то не связанные с человеком, не связанные с одушевленным предметом вещи, да, то мы не добавляем сюда лично притяжательный суффикс. То есть, по идее, шунде – это третье лицо, да. Солнце до своего захода что-то там. Вот. Но мы посмотрим еще, может быть, больше примеров, и вы на это обратите внимание. Учитель объясняет понятно. Дышатиш валамон валекте. Угу. Мой. Так, здесь все понятно. Суффикс mon объясняет как understandable, да, вот это mon соответствует английскому вот это был. Если вы вдруг переводите с английского на удмуртский, то тогда именно используйте вот в случае с был вот этот суффикс. Та девочка танцует... А было в деепричастии тоже так же работает? Я помню, мы в причастиях это проходили. Был. Understandable. Я понял, что в удмуртском нет четкой границы между ними. Ну это да. Вот, да. То есть это особенно в был. Воломон. Да. Та девочка танцует симпатично, красиво. Ой, что тут я написала много этих. Сонулаш шинмашкмон чеберекте, да? Или просто если симпатично, шинмашкмонекте, да, чтобы вас не смущать. Как? Она танцует как? Симпатично, да, то есть так, что нравится смотреть. Жители из соседней деревни с завидным усердием работают, да. Вожьяшкмон. Вожьяшкны – это завидовать. Вожьяшкмон зол. Да, вот у нас это наречие работают как? Завидно, сильно. Зол, ну, сильно, рьяно и так далее. То есть, видите, здесь у нас тоже наречие, которое относится к другому наречию, поэтому здесь будет суффикс мон. Корка зуркамон гудыртис. Прогремело так, что дом содрогнулся. Зурканы – это содрогаться. Угу.
и прогремело так, что дом трясся. Трясибельно. Если уж прям быть точными. Так, еще как они образуются, да? Они образуются очень легко. Мы берем длинную основу, то есть если мы в глаголах отсекали «ины», то здесь мы только «ны» отсекаем. То есть здесь надо запомнить, что длинная основа берется для первого типа. Карыса, карыку, карытек, карытощ, карымон. А в случае со вторым типом у нас все остается как обычно. Мы берем длинную основу нагласную и к ней добавляем вот эти суффиксы. Ужаса, ужаку, ужатек, ужатощ, ужамон и так далее. Вот. Ну что, давайте попробуем сделать предложение. Здесь вам даны глаголы для деепричастия, глаголы для основного действия, а тут перевод. То есть вы как делаете? Вы берете сначала русскую фразу, когда ешь, не болтай. Вот ешь, это когда ешь, это у вас деепричастие, да, вы смотрите, когда ешь, это значит, когда это про время, значит, мне надо искать глагол есть, и мы идем ищем среди деепричастий глагол есть, вот, есть, да, мы его берем, ставим в нужную нам форму, когда ты ешь, не болтай. Это основной глагол, мы ищем его вот здесь, среди глаголов. И где он тут? Ну, поищите, не буду прям все подсказывать. Вот, ну что, Ну давайте... как же это, Верочкины? Да, правильно, правильно. Вот, ну что, давайте, я вам даю 3 минуты времени. Каждый делает самостоятельно. Все? Все, конечно. Ну вот все эти предложения, да. Ну так это много. Ну давайте вот через 3 минутки посмотрим, кто насколько справился. Не так уж много. Вернуть вам на какую-то страницу или с другой стороны нам вот это нужно. Просто вспоминайте, что есть суффиксы са, ху, то, тек, тощ. А мон тут, наверное, нет. Вот, вспоминайте их. И потом вместе мы с вами проверим. Угу. Вера? Давайте, 3 минуты работаем. Ужачком. Роме, Меня тут консультант поправляет. Шишкемепоте, а не шиемепоте. Да, если я что-то конкретное хочу есть, то тогда нянь-щемепоте, например, шанги-щемепоте. Тогда правильно, да. Вот, смотрите, значит, вот это деепричастия, которые встречаются редко, но они есть, и они прекрасны, потому что они очень компактные и перекрывают большие фразы русские очень кратко. Смотрите, мы образовывали с вами отглагольное существительное, вспомнили, да, в конструкциях мне что-то там хочется, тебе хочется и так далее. И по сути это вот те же самые отглагольные существительные, просто в разных падежах. Вот, смотрите, посмотрим примеры. Вот есть 2 суффикса, которые делают отрицательное деепричастие. Примеры. Шоканы омыр тырмым теем или тырмым теюш туж чем номур луджиле. Да, как бы по причине того, я вот так вот даже напишу, по причине того, что не хватает воздуха, он часто и глубоко дышит. Да? То есть тырмыны – это хватать, наполняться. Омыр тырмым теем за счет нехватки воздуха, из-за нехватки воздуха. То есть вот это мтеен и мтеыш, вот эти 2 суффикса, они объясняют причину через отсутствие чего-либо. А шоканы что такое? Шоканы – дышать. Шоканы амыр тырмымтен. Да, омыр – это воздух. Чем часто, мур – глубоко, луджиле – вдыхать. Да, вот. Поэтому, например... Шоканы и луджиле – это в чем разница? Это интересно. Шоканы – это как бы стабильно дышать. Луджиле – это более глубокий вдох и
луджины это еще возрождаться как бы. То есть тут, смотрите, надо смотреть в корень слова еще. Луджины, знакомый вам корень лул, душа. То есть когда человек лулджиле, видимо, он как бы что-то более глубокое, что-то более глубинное, и лулджины, лулджины, как типа возродиться, то есть приобрести душу, что ли, заново, если вот так, в грубых чертах. Шуканы это что-то такое обыденное, а лулджины это лусканы, как бы встрепенуться, оживиться, вот в таком еще ключе. Да. Вот, дальше тоже причина, но уже наличие этой причины. То есть, если здесь была нехватка воздуха в первом предложении, то во втором, смотрите, пример. Куаш зоремен, но качино мыне. Из-за того, что шел дождь, мы никуда не пошли. То есть мы, если бы даже мы убрали слово куаш, то вот это одно слово с суффиксом вот этим, да, эмен, емен, мен, из-за того, что шел дождь, да, заметьте, тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 букв, а тут у нас фактически целое предложение. Да? Мы не пошли почему? Тут объясняется причина. Был дождь, и из-за дождя мы никуда не пошли. Вот это эмыш, емыш, мыш, это встречается чаще, но там буквально два глагола, которые требуют этого управления. То есть скорее здесь вот это отглагольное существительное, когда оно находится в исходном падеже, оно скорее употребляется как управление. Да? Горшок джук почтамыш дугдис. Да? Помните, у нас про горшок 2 года назад была сказка. Горшок перестал варить. То есть если было какое-то действие, горшок варил, и остановилось это действие, то мы говорим «перестал варить». Да? То есть вот у глагола «дугдыны» остановка какого-то действия будет через вот этот как раз суффикс «дугдыны» остановиться, и глагол «сайканы» просыпаться. То есть оба глагола смена одного процесса другим. Дугдыны мы ехали, мы делали что-то и остановились, перестали это делать. Сайканы мы спали, проснулись и стали бодрствовать. То есть вот смена двух действий как раз требует вот этих форм. Ижемыш пи, ижемыш сайкас. Буквально мальчик проснулся из сна, из процесса сна. Да? Остановился из процесса варки горшок и так далее. То есть вот это эймыш-емыш, оно встречается очень часто с глаголом дугдыны вообще. Эмья, мья, да, здесь тоже довольно редко сейчас употребляется вот в таком значении. По мере, он будет переводиться по мере. Примеры смотрим. Очкиен ветвищесвен лыдзы будемья носое валаны луэ. То есть очкиен ветвищес — это те, кто ходит в очках. Да? В удмуртском языке мы не носим очки, мы в очках ходим. Ну, по-русски тоже так говорят, кстати. Он в очках. Он уходит в очки. Да, вот у нас, например, в Сарапуле это очень часто. Может, это калька. Нет, это с очками. А у нас в Москве мы носим очки. Но это ты их носишь. Нет, все в Москве носят. Ходим. Но я, по крайней мере, вот это я поймал себя на мысли, я часто слышал раньше, ходит в очках. Мне кажется, говорят, а ходит в очках, да. Ну, это у нас вот там, в этом регионе. Или да, или может потому что в окружении так говорят, и я думаю, да, что видимо, да. А удмурты ходят с очками. То есть не в очках, а с очками. Ходят с шапкой, ходят, ну, например, там в одежде, если в какой-то, со шубаен ветлая, да, с шубой ходят, не в шубе ходят, а с шубой ходят.
Поэтому у меня было такое в детстве, что у меня был первый все-таки удмуртский язык, поэтому я переводила на русский, и у меня в детстве была такая ошибка, что ходит с чем-то, когда значение надо в чем-то. Ходит и держит шубу в руках. Ну, такого типа. А сам да. без одежды, да. А так без Вот. одежды, да. То есть вот это предложение будет переводиться как «это можно понять по мере роста числа тех, кто носит очки». То есть «лыдзы будем я» по мере роста числа. Лыд Офигеть. – это число, будем я от глагола будыны – расти. Вот эта форма, она очень часто употреблялась. Вот моя бабушка в 90 лет, она часто употребляет эту форму вот в значении по мере. Но чем моложе поколение, тем меньше оно эту форму употребляет. Также вот в таких конструкциях будет использоваться «мынем я, мынем поте», да, «идя еще хочется идти». Обычно Ага, записать. про еду, например, «щем я, щем поте», там, или если вы хотите взахлеб, там, читаете что-то «лыджем я, лыджем поте» и так далее. То есть, в принципе, любое действие можно через это передать, когда вы не можете остановиться, и по мере того, как вы это делаете, вас все больше увлекает это, и еще больше хочется. Или кылзем я, кылзем поте, да, там кто-то прекрасно говорит или поет, и вам кылзем я, кылзем поте, слушая, еще больше хочется слушать. Да, то есть вот эти деепричастия, они употребляются редко, но они есть, и они на самом деле очень прекрасны. Вот, к сожалению, под влиянием русского языка калька, да. Все, Здесь надо это возродить. Да, как здесь как они образуются, сильно вас терроризировать этим не буду. Здесь попробуйте найти пару, да, очень легко, на мой взгляд, попробуйте, зная как бы вот слова, найти пару. Давайте, даю вам 2 минутки, даже много это. Давайте полторы. Сейчас найдем. Давайте, ужачком. Мондаж. Hoje na lomba que fez. Ой, давай учком. Давайте посмотрим. Гужем буэмен. Так, ну, Марк, давайте. Гужем буэмен. F. По причине того, что наступило Да, лето. Шанер. Попробуем сделать предложение. Гужем буэмен по причине того, что наступило лето. Например, ну я вам буду помогать. Тараканьос по пизы. Да, вылезли тараканы по Или по там. причине того, что пришло лето. Можно сказать так. Ми тараканьос кадь, вот и мы. Ну да, кстати, карантин бере. Такое тоже уже вполне вероятно. Сейчас монтает чигескаро.
Третье предложение. Быде вуэмьяс. Надя. Будем вуэмьяс, это дж, где-то Да, по мере взросления. Быде вуны глагол, если не знаете, быде вуны взрослеть. Быде вуэмьяс и чигес верашке. Да? И чигес, например, удмурт шамен вераш. Частое явление, когда по мере взросления меньше начинаем говорить по-удмуртски, начиная с детского садика. Эх. У мой Маша вещеменным. Это и по причине моей болезни. Таша нет, да? То есть эмен емен, вещеменным. И тут еще, видите, лично притяжательный суффикс добавился. По причине моей болезни вещеменным школае оймын, да? По причине моей болезни я не пошел в школу. Угу. Выль инты уштеменызы, Оля. Оля, тонкатына? Видимо, нет. Аш. Не, Нет, Вы- тут я. Тут. Аш. Угу. Аш. Кто какой язык учил, да? Вылин ты уштеменызы. По причине открытия нового места, видите, здесь тоже эмен емен суффикс, и мы еще тут могли добавить лично притяжательный. Допустим, вылин ты уштеменызы и чигес кондонзы. Да? Допустим, какие-то рестораторы открыли новое место, и у них стало меньше денег из-за этого, из-за того, что открыли новое место. Угу. Бер вуэменымы. Эмен емен суффикс, и тоже к нему добавили лично притяжательный суффикс. Рома, тонтатына? Монтатын. По причине того, что мы поздно пришли, это Д. Шанер, да. Бер вуэменымы сое матче. Да, например, мы поздно пришли и не видели его или ее. По причине того, что мы поздно пришли, мы ее не увидели. Тут вот эта форма, вот, например, здесь бервуса, вот так еще может быть передана, но тут не будет причины, тут образа действия. Бервуса мисое амаджи. То есть здесь как? Придя поздно, мы ее не видели. А вот в оригинале бервуэмены по причине того, что мы поздно пришли. Угу. Ижемыш сайкас. Юля. Я тут по причине... Так, сейчас скажу. Проснулся ото сна. Да, Молодец. шене. Угу. Ижемыш сайкас гондыр. Да, например, медведь проснулся ото сна. Угу. Мой куаш зорым теен. У нас все уже читали? Да. Да, все, тогда по второму кругу идем. Рома, Марта, ты. Да, я здесь. Это так, это должно было связано сейчас Да. по причине того, что не шел дождь. Куаш зорым теен, шурьёс куаш мизы, реки высохли. Или давайте в настоящем времени. Куаш зорым теен, шурьёс куашмо. По причине того, что не идет дождь, реки высыхают, да? То есть по причине того, что нет дождя. Если бы утвердительное, то есть слишком много дождя, как будет? Куаш? Все как будто отключились. Зоремьемыш. Зоремен, куаш зоремен или куаш зоремыш, Юля, правильно, да, так тоже может быть. Угу. Куаш зоремен или куаш, ну, тут можно добавить, что много, потому что... Зоремыш. Да, то есть это утвердительное антоним вот этому отрицательному. И беркуметис, и последнее, мазме мыштыт жингыртык, Надя.
Что-то там. Так, сейчас скажу. Это у нас ти. По причине того, что ты скучал, ты позвонил. Да, мазмем и штык, да, мазмем это от глагола мазмены, мы сделали от глагольное сыш. Действительно, вот тут оно, мазмем и штык. Мыш, да, причина, вот. Суффикс добавили, и здесь лично притяжательное еще добавили. Мазмем и штык джингерфит. Ну, тут, по-моему, даже нечего добавить. Ты позвонил, потому что скучал. Умой. Валамона понятно более-менее, да? Бен. Так, давайте посмотрим еще парочку упражнений, потом перейдем к боко и моко. Значит, здесь нам надо сделать предложение. То есть надо раскрыть скобки, скобка уштоно, и Это поставить... Марым, это лабуртом. Да, можете открыть, если вам А удобнее. какая страница? 201. Щодик. Да, лабр, 201 страница. Можно открыть и посмотреть из учебника. Давайте борщи друг за другом сейчас будем делать. Так, тут у меня слова. Да. Мой. Так, Юля, Куцка, пожалуйста. Сейчас, я включаюсь, подождите. 201, так. Нужно вставить в нужной форме, я правильно понимаю, да? Монталон, Гоштет, Гоштет. Что такое Гоштет? Гоштет – это письмо. Гожьяны – писать. Пукыны – прошедшее время, пуки, мон, пуки, я сидел. Вчера. Монтолон, Гоштет, Гожьяса, пуки. Да, правильно. Тут нам надо было образ действия. Я сидел как? Умой, Надя. Ага. Чукна, межук, щейцану, чай, юйса, кошки. Утром мы, покушав чай, вот мне кажется, покушав кашу и выпив чай, ушли. И попив чаю, ушли. Вот здесь в первом случае было параллельность действия. Я сидел пиша, вот, а во втором у нас последовательность, да, то есть мы съели кашу, выпили чай и ушли. Вот во втором действительно очень часто, может быть, и сейчас уже делают чаще даже. То есть здесь можно было бы сказать, мы выпили чаю, съели каши и ушли. То есть перечисление, но гораздо компактнее и проще сказать, сделав это, мы ушли, да? У меня, кстати, вопрос. А да. здесь не тег случайно надо ставить? Почему? Нет, здесь нету такого в задании, но если вы во втором случае скажете тег, то это тоже будет иметь... Тег, чай, юэтег, кошким. А то да. Как-то поедая чай, пья чай и едя кашу ушли. А он имел в виду, что не поели, не попили ушли? Конечно. Оба варианта возможны. Оба варианта возможны. Одна ситуация вы не поели, а вторая не съев. В удмуртском языке у деепричастий нет времени. Они подчиняются тому времени, в котором стоит основной глагол. То есть в русском языке не емши и не едя, а в удмуртском такого нет. Деепричастие одно, и оно будет подчиняться под время основного глагола. Поэтому здесь и так можно сказать. И стек, и са. И они но я всегда завтракаю. Поэтому са у меня... Это кто не ест, ставьте тег. Умой. Маша? Кыле марын ми водка каре. Сейчас я подумаю перевод. В прошлом году мы в Воткинск ходили посидеть в кафе. Тут есть версия. В кафе. Мы сидели в кафе в прошлом году в Воткинск. Когда приехали? Когда приехали. Клемарын, ми водка каре, ветлыку, ветлыку мы, кофеем пим. Да. Когда мы ездили в Воткинск в прошлом году, мы сидели в кафе. То тут вот это единственное.
единственный вариант. То есть тут не могло быть другого. Давай, Маша, еще один, и дайте человеку подумать, хорошо? Пусть она сама дойдет. Нью-Йорк театры. Попробуем понять смысл предложения. Нью-Йорк, театр, дискотека. В театре помещены, это же ходить, Встречаться, это встречаться. встречаться, на дискотеку прийти. Ушли, да. Ушли. Сейчас. В новом театре. М. Встретясь в новом театре, мы пошли Да. на дискотеку. Встретившись в театре, они ушли, да? Почему я перевожу прошедшее время? Потому что кошки за они ушли, поэтому идея причастия напрашивается прошедшего времени. А я подумала, что встретясь и помещкаса. Правильно. То есть встретившись в театре, они ушли на дискотеку. Угу. То есть это образы действия. Как они ушли на дискотеку? Встретившись в театре. Угу. То есть здесь вот тоже можно было бы сказать, ну, ее с театром помещкизы, но дискотека кошкизы. То есть одно за другим действие можно было бы сделать. А можно было бы их совместить и сделать через деепричастие. Угу. Угу. Марк? То есть тут помещки кузы, да? Нет, но ее с театром помещкиза. Помещкиса просто, да? Да. А во время, если когда встретились, нельзя? Нет, они пошли на дискотеку, когда встретились. То есть ку предполагает действие внутри другого действия. Всё А тут ясно. они встретились и потом пошли. Последовательность. Мгм. Так, следующее, значит, пияшкема и жены пукизна. Тут не вот то самое ежемыщ. Нет, он сидел, это статика. А ежеса это тогда. не Ежеса. смена. Да, ежеса или тот, кто спит мало, и у него по фрейту должно проснуться. Он еще сидел долго, не спя. И житек. Нет, да. Угу. Умой Оля. Тодмотем мурт, так, пырыны, да, Петя Султымын Невал. Угу. Петя проснувшийся был, Тодмотем это не знающий человек, Незнакомый. Тот мотем это незнакомый. незнакомый человек, да? То есть Петя Зашел. был уже проснувшийся? Тодмотем мурт Это, кстати, пырыса, не факт. Нет, Тодмотем мурт пырыса. нет. Это Незнакомый временно... человек, войдя, Петя был уже проснувшийся. Когда, наверное. Да, правильно, должно быть... Ку. Да, про время. Тодмотем мурт пырыс, так, пырысыкум. Нет, либо са, либо ку. Здесь только ку, только про время. Тот моте мурт пырыку, Петя Пырыку. сутерменева. Перекус? Пырыку. Да, пырыкус тоже можно. Тот моте мурт пырыку, Петя сутерменева. Тот моте мурт пырыкус. А султемын это ведь тоже какое-то причастие? Это причастие, да. Тот моте мурт пырыку. Ставший. Но я бы сделала без лично притяжательного. Лично притяжательный здесь можно и... То есть вот у меня он не просится в данном предложении, но если вы поставите, то не будет ошибка. Они просятся, потому что там есть указание, кто пришел, наверное, да? Мне кажется, да. Или потому что там еще есть Петя, и поэтому... Как бы, если бы Петя это действие делал, то тогда я бы З поставила. Угу. Но это такие, знаете, это такие нюансы, не изученные в удмуртском языке, что что-либо утверждать сложно. Это чисто То есть инстинктивно. здесь можно не ставить. Да. Потому что это можно отнести как к Пете, так и к этому мужу незнакомому, да. да? И непонятно, кому отнесено. Угу.
Так, мы начнем Ажвань. Кто у нас еще? Юля, ты читала это уже, да? Я первая читала. Рома еще вроде не читал. Да, я не читал, а подскажите, пожалуйста, на каком предложении мне ошибка? Иркытел. Так, Аркетел... Седьмое. Седьмое. Иркыт — это свежий, тел — это ветер, не лоскути по лесу, ветле ходит. То есть тут, скорее всего, свежий ветер по лесу гуляет. Гуляя ходит. То есть тут образ действия. Тогда Пурьяса. Шонер, Пурьяса. Умой. Марк. Мун гудери кошконе. Тоже, наверное, шутецкий саберто. Да. Да. Гудери кошконе — это ж август? Да. Месяц уходящих, грома уходящих. Ну и что? Саберто, да. Отдохнувший, да, вернусь, отдохнув. Умой. Юля. А можно сначала по-русски попытаться перевести? Да, ну, я сама попытаюсь. Конечно. На уроке мы удмуртские песни, видимо, поем и... Ты сначала глагол посмотри, потому что то, что... Слушаем. Пуким, здесь основной глагол пуким, и ты к нему добавишься. Мы сидим. Сидели. Сидели. Слушай и... все. Урок йосын ми удмурт кырджан йос кылджыса, но кырджаса пуким. Да, и как это по-удмуртски ты переведешь? По-удмуртски или по-русски? По-русски. Сидя на уроке, даже не так. На уроке мы сидели, слушая и напевая, наверное, удмуртские песни. Шонер. То есть поняли, да? Вам надо будет дома доделать эти упражнения. Вот следующее тоже еще это из лабр. Тут все страницы написаны, поэтому вы это можете сделать. А сейчас мы поговорим про Боконо Моко. Все посмотрели мультик? Да. Посмотрели, но не все поняли. Вот. Да, не все поняли, но по картинкам видно, что Моко там оттянулся. Ну да. Точно. Да, мне кажется, немножко сложнее, наверное, тут был второй сложнее, да. Да, потому что тут Всё меньше было действий. Меньше было действий, больше было текста, который помогал. Вот, давайте сначала пройдем по тем словам, которые я выписала. Может быть, вы по мере того, как вот я их скажу, у вас картинка будет... Во-первых, все началось с того, что вылили ругани, да? Вожитемныр, это буквально переводится как бессовестный нос. Да? Я такого ругательства не слышала. Может быть, на каких-то территориях так ругается. Типа я там бессовестный такой. Аштемпаш, это вы, наверное, догадаетесь уже, знаете. Вот я не понял про этих парщей, что там Ленивый поросенок. Да, поросенок напишем, я свинья написала. Ленка же писала, что ее мама так называла. Да, ленивый поросенок или ленивая свинья, да, это сам себя Моко ругает, что я такой плохой. А бессовестный нос, это тоже он себя ругает? Да. Вожитемный, раштемпаш, ыжир, вот это овечья голова. Да. Овечья голова, типа, забывчивая, что там не так сделал, вот это очень часто, вот жир. То есть можно взять на вооружение, если что-то забыл, да. Вот моножир, типа, вот моножир, да, здорово. Жир, да. Боколен юрист кур мыным, да? Жир. Я маме рассказываю, она зашла. Юрист кур, у него, вот если бы вы слышали мою последнюю, да, для карантинную экспресс-курс, я как раз про это рассказывала. То есть, и вам тоже, кстати, наверное, говорила уже. Юрист кур, он сердится, да?
когда человек злится, сердится, у него действительно, вот по крайней мере по себе знаю, у меня начинает голова болеть. Вот, злость живет в голове у меня, по крайней мере, да. Мы знаем другое выражение, «воже споте», да, когда он злится, и у него поджелудочно выделяет желчь. Одновременно эти вещи могут быть «Юры скуры, воже споте» или что-то обязательно предпочитать? Нет, там еще как будто бы есть географический, реальный нюанс. То есть «воже споте» как будто бы больше говорят южане, «Юры скур» больше как будто северный, и ну как будто бы вот «Юры скур» даже сейчас встречается в таком, что он злится. То есть «боколен юрыздыр кур мыны». У Боко буквально голова, наверное, зла на меня. Но буквально мы это переведем, что, наверное, Боко злится на меня. Например, да, «Она еле юры скур мыны». Ну или, если правильный порядок слов сделать, «Она еле мыны юры скур». Моя мама сердится на меня. Маин меда сое шумпоттоно. Шумпоттыны, вы знаете глагол радоваться, а шумпоттыны, там где две «т», это означает, что доставить радость другому. Это так называемые каузативные глаголы, когда одна буква «т» и действие сразу направляется на другого. То есть мон шумпотышко, да, шумпотышко, мон шумпотышко. Видите, здесь двойная «т». Мон шумпотышко, я радуюсь. Мон шумпотышко, я заставляю другого радоваться. То есть одна буква «т» и все, и меняется. Ну, как в песне «Кышно де экты ты оюроме». Да, правильно. Лултем макеос. Лул – это душа, лултем – бездушный, маке – это что-то. Да, ма – это что, маке – с неопределенным вот этим частицей «ке» дает значение что-то, то есть бездушное что-то. Догадываетесь, про что он так подумал? Нет. Ну, вспоминайте в мультике, что он делал. Хулиганил. Ну, хулиганил, но что он делал, с чем он хулиганил? С вещами. С вещами, но с какими? С туфлями. Да, а до этого он начал с чего? Он затолкал... С магнитофона, пылесоса, телефона. Да. Он их назвал бездушными чем-то, бездушной фигней, как бы, да, макиоз. То есть он про машины сказал, бытовые приборы. Да, что это лултем макиоз. Ну, и он правильно сказал. Чукажен налышен одыг машинано бызгетыны уздишты. Уздишты от глагола диштыны осмеливаться. Чукажену налышен с завтрашнего дня. Бызгетыны, само слово образовано от звучания бызгетыны. То есть жужжать, шуметь, гудеть. С завтрашнего дня ни одна машина не посмеет жужжать. Вот он что делал, так сказать. Да, он пытался торжество разума установить. То есть он говорит, это бездушные машины, их так не любит Боко. Боко действительно там жаловался, что вот, видимо, бездушные. Вообще глубокий философский подтекст этой сказки. Пылесос гумые джустыри донге. Донгны – это заталкивать. Угу. В том числе и у него есть непрямое значение, ну, в смысле прямое, но это к Евгению Максимову. Пылесос гумые джустыри донге. Джустыри – это тряпка. Гумы – это труба. То есть он засунул тряпку в... Да, это было там. Да, то есть он засовывает, вот это как раз, да, фраза для вас, для пересказа, что он засовывает тряпку в трубу пылесоса. Из магнитофона вытаскивает кассету. Да, и, даже тут я написала «вате», прячет ее, потому что, по-моему, ее спрятал куда-то.
Магнитофонную кассету, да. И саны трогать, ну, как бы кого-то там, если вас кто-то там постоянно трогает, да, что-то говорит вам, и он вас достал уже, вот, вы ему скажете, Эми Самоне, не трогай меня. Не помню, в каком значении там он сказал, что он подошел к холодильнику и сказал, я его трогать не буду. Почему? Да, с одной стороны, он его немножко побаивался, раз он там провел в первой Да. серии. Печальный опыт. Да. И потому что еще вторая причина, пушка туш трос ческет звань. Что это? Очень много еды. Мгм. Правильно, там внутри, да, пушка в его внутри очень много вкусной еды есть. Мгм. Дальше смотрите. Телефон лечь провод зекуски. Как переведете? Телефон. Провода выключили. Телефонный провод Кыстины. выключили. Помните, у нас было доить Отрезал. корову? Нет. Вандене. Дернул. Дернул, Дернул. да, выдернул. Кыске тянет, выдергивает провод телефона. Пытку чаны шнурок ёсты думыле. Думылыны – это завязывать. То есть он шнурки из обуви. Слово обувь в удмуртском языке может быть в двух вариантах. Пытку чан. И вообще в правильном удмуртском языке обувь, как и ноги, в единственном числе, потому что это парные, да? Поэтому либо пытку чан – это про две пары обуви, про пару обуви, да, про левую и правую. Пытку чан из слов пыт – нога и кучаны – одевать, обувать. Или пыткук. Пыткук, да, так странно вроде бы образованный из слов нога и нога. Вспоминайте, пыт – это ступня, а кук – это вот длинная часть. А вместе оно дает значение обувь. Прикольно. Так, Маин Янгыш. В чем виноват? Да, Маин Мон Янгыш, например. В чем я виноват? Прям А Янгыш, он как образован, или это просто слово такое? Или Просто это слово. глагольное? Просто слово. Это, мне кажется, скорее татарское заимствование, как-то Янгыш, прям вот, мне кажется... Это типа неправильный. Янгыш это неверный, неправильный. Ошибочный. по-татарски, да? Да. Янгышаны есть глагол ошибаться. Ну, видите, это вот удмурты не ошибались, поэтому у нас не было глагола янгышаны. Вот. И то есть тут вот проснулся, как раз встал из сна Моко и говорит, ты что тут сделал? А Моко говорит, а в чем моя вина? Вроде я все правильно сделал, я о тебе заботился. И его называет старик, этот Перечкор Каркужо, Вашкала Дунелыш герой. Да, как переведете? Хреновый из тебя герой. Герой, да, мировой сказки. Древнего мира. Вашкала Дуньё, древний мир, точно. Да. Вот. Вожит, да, стыдно. Уже говорит этот старый, ой, как стыдно-то перед хозяевами, боже мой. Да, если вы хотите сказать, мне стыдно, мы ним вожит. А этот, по-моему, Перещ Боко говорит, мар вожит-то, что за стыд-то? Так, вот, здесь, видите, я дописала еще Юрис Кур Божеспоте. Если вы хотите сказать, типа, не злись, не сердись, Ерде Куренка или Вожден Потте, да, Вожден Вай, это мы с вами знаем. Не злись, не сердись, извини. Хорошее было выражение «Вишмет пырос». Может быть, это даже в песне было, здесь тоже было. «Вишмет пырос», чтобы поумнел. Да, то есть повелительное, чтобы он поумнел, чтобы буквально переводится как чтобы ум зашел. Виж это ум, курыны заходить, чтобы ум зашел. Это мы только В смысле, полмультика зашел сейчас за разум? прошли. Ум за разум зашел.
Нет, там уже, по-моему... да, там же еще были эти... Там полно еще всего Крыски. было. Мгм. Да. Обидены, еще- обижать. Ну вот мы еще смотрим. Ертеманы хулиганить. Да, тут вот помните глагол ертеманы от безголовый, да? Ертем – это без головы. Всадник без головы. Ертемаш – причастие хулиган. Как будет без головы еще раз? Иртем, безголовый это. Иртем, да. Да. Или еще вот Надя знает, помнит синоним этого слова хулиган, иртемаш или шаян. Да, Саян, точно. Ческотен утялтыны. Кто знает значение? Угощать. Утялтыны это угощать вкусным. Да, то есть что тут произошло? Боко говорит, не дай бог мы обидели хозяев, мы такие хулиганы и так далее. Вот. И что стало, да, в ответ? Что Хозяева произошло? испугались. Они их Да. начали угощать, чтобы Правильно. те, Да, задобрить. чтобы раздобрели. Да, потому что они подумали, что эти напроказничали, потому что, наверное, обиделись на хозяев. Ох, как уже думают, что они обидели, а хозяева думают, что они. У нас до сих пор в это верят. Мама у нас оставляет хлеб, когда уезжаем в деревню к чужайке. Она говорит, нужно няня ставить, там конфеты, чтобы раздобрить домового. Вот Ой, так. как классно. Дичомыны задобреть. То есть давай мы их угостим вкусным, и они раздобреют. Раздобреть, да? Дичомыны. От слова джечь, как бы стать лучше, стать добрее. Глубечь, подпол. Отимтекуно, незваный гость. Да? То есть у нас было отину, звать, отимтекуно, незваный гость. Комакьос, кто-нибудь знает? Так, дичомыны это задобрить или раздобреть? В смысле растолстеть? Раздобреть. Дичомозы. Они раздобреют, ну то есть станут добрее, смягчаться и так далее. Раздобреть по-русски это значит растолстеть. Ну, не Тогда- всегда. Почти. Стать добрее, давайте вот так, стать Вот добрее. это вот стать, да. Стать добрее, да. Саклоно. Надо быть внимательными, да, там вот крысы идут под поле. Береги себя. Так, Разговор. куда-то ты прям так торопишься, я вообще не успеваю. Вы записываете, да? Но Да, мы мы еще- все записываем, мы такие. Нет, я вам еще потом это все вышлю, и мы сейчас еще раз пересказ, когда... Тетрадки удобнее, особенно когда написал. Хорошо. Кстати, стоп. Вот камак это вот именно удмуртское слово крыса. Да, комакьёс крыса. Комак это крыса. Например, андатра тоже через это слово. Вукомак, водяная крыса. Что интересно, в Сарапуле очень часто крыс называют хомяками. Видимо, это вот отсюда. Может быть. Потому что меня Наверное. все время поправляли дома, что хомяк это ж хомячок такой маленький, а крыса это крыса. А вот, видимо, от камак. Это очень распространено, что хомяк это крыса. А я что-то не поняла логику. А логика, что удмуртское слово камак. Так мне кажется, что наоборот, А. слово комак из русского хомяк пришло. Видимо, да. Ну, может быть, было двойное, тройное заимствование, такое бывает. Туда-сюда. Понятно. Не мечтай. Нет, почему? Это факт. Из французского в русский обратно много раз так было. Нет, это я просто себе возьму на заметку. Мне все время говорят, почему хомяками называют крыс в Сарапуле. Саклоно. Надо быть внимательными, да? То есть от глагола саклоны, быть внимательным. Саклоно, ага. Да, то есть это не повелительное, а вот эта Куве. конструкция оно-йоно, куве, да, правильно. Саклуны, куве. Уть асте, береги себя, тоже можете взять на вооружение, да, хорошее выражение. Асте, да? Уть асте, да, береги себя тебя. Да, асте Маме тебя. напомню это выражение. Да, напомни. Пусть меня этими словами провожает. Лечит пинь, острый. Зуб. Зуб, правильно. Это имя крысы.
Потом тут звучит слово «ижверь», прям видно, да, из чего образован зверь, и «пайшур». Пайшур и зверь — это дикие животные, и зверь могут и про человека сказать. В переносном Изувер. смысле. Да, Изувер. да. Звер. По сути, Изувер. может быть, лучше разделить даже. То есть они как бы зверя обозначают, и зверь — это чудовище. А пайшур — это, просто зайчик, белочка и так далее. То есть про человека пайшур не говорят. Нет, и зверь, вот у меня в регионе еще говорят щёщ. У нас был даже дядька щёщ. Чудовище. Тоже. Слушайте, реально русское слово изувер отсюда. Нет, Возможно. скорее удмуртское. А как изувер именно в русском? Мне кажется, и слово «зверь». Кстати, вполне возможно. А, Только не Зверь, из удмуртского, а изувер. из тюркских. может быть. Угу. Пайшур записали, да, Малпам Еразвыкте. Пришла в голову мысль. Так, если про себя, мыным Ерам Выктис. Мыным Ерам Выктис, да? Вот кратко, если Ерам Выктис. Ерам Выктис. Как это правильно сказать? Пришла идея в голову. Мне пришла идея. То есть Ерам Выктис буквально пришло в голову. А здесь Малпам Еразвыкте пришла идея в голову. Ему, да, тут у Моко пришла идея в голову. Ну тогда Малпам Еразлыкте. Угу. Малпам через Н или через М? Малпан. Не. Не. Ага. Дальше вот здесь было уже, вот крысы уже подъехали, да, подошли. Выже пинены спаща. Выж — это пол, пинь — это зуб. Пащаны от слова пащ, дыра, то есть продырявили. Дырявит пол зубами. Дырявит пол зубами, да. И дальше, да, вот тут, чтобы Моко врезался в своей машинкой в крысу. Комаке машинаеныз мырдишке. Мырдишкны — это сталкиваться, въезжать, то есть именно глагол такое движение, когда с кем-то въезжает машиной в крысу. Угу. Кышканы — это, вы знаете, боятся, да, кинлэш. То есть здесь и перджины убегают. То есть здесь можно сказать, они убежали по причине своего страха, да, первое, кышкаменызы, перджизы, или испугавшись убежали, более легкое, да. Юля, как бы испугавшись убежали? Как? Кышкаса, пегджи. Бежали. Пегджизы. Нет, правильно, да. Тупотыны, чинить, поправлять, да, тут что они сделали? Они починили пол, тут корка уже. И такая финальная фраза, которую я записала, чтобы они же в каждом фильме говорят какой-то слоган. Уломим тиет шарищу машкитке, соно тоне утес. Сейчас я выключу запись, мне кажется, уже. Ойдовел скалтон. Ты же не перевела вот это длинное. Да, извините. Последнюю, да. Смотрите, это у нас... Серии всей. Уломим тиет шарищу машкитке, соно тоне утес. Если ты будешь беспокоиться, заботиться о своем месте для жизни, как бы о месте, где ты живешь, он тебя тоже будет охранять, оно место. То есть если ты будешь заботиться о месте, где ты живешь, оно тоже будет о тебе заботиться. Оно тоже тебя будет хранить. Утюны хранить. Короче, нужно задабривать домовых. Правильно, да. Мама делает, твоя Надя.
Задабривать Не, дымовые. ну Да. тут не про это же, мне кажется, это про любовь к своему родному дому. Да, Там, это тоже это про всё. патриотизм, короче. Да. такое. Вот, ну что, давайте попробуем по-русски, да, сначала сделать пересказ. Юля, давай начни, что произошло? Боко спал, Угу. а Моко побежал выключать всякие вот бездушные машины. А почему он это сделал? То есть, как бы, в чем причина? В чем? Потому что Боко ленивый поросенок. Ну Он да, ничего- то есть Нет. он Моко подумал... ничего не делает, и Моко пошел делать сам. Мгм. Нет, тут скорее вот это еще ключевая фраза, что, Повеселить он наверное, его хотел. и развеселить, и задобрить, ну, как бы свою вину, потому что в предыдущей серии Он же злился. себя, Да. да, плохо себя вел, и что, наверное, Боко сердится на него, поэтому надо его развеселить. Это он То про есть- себя говорит, ленивый поросенок, по-моему. Да, то есть я ленивый поросенок, я овечья голова, я такой плохой, а Боко такой хороший, он Он на явно меня сердится, сердится, Да. да. Вот, надо его развеселить, поэтому я его нелюбимые бездушные машины, я их всех Выключу. выключу, да, выключить косыны можно добавить. Ну или можно сказать через форму, они не будут работать. Да? Не осмелятся работать. И что вот он делает? То. Но это все нам надо в прошедшем времени. Да? Дальше. Что происходит рядом с холодильником? Что он говорит? Что еще он делает, Юля? Что Давай. его он не будет выключать, потому что у него внутри много еды. Да, он его не будет трогать, писаны, да, он его не будет трогать, это большой батыр, и у него много очень вкусных внутри. Но что он еще делает из действий, да, таких вот плохих? Телефон выключает и прячет туфли и связывает шнурки у кроссовок. Угу. Дальше что еще Причем одну происходит? туфлю в комод, другую в кровать. Угу. То есть разные места прячет. Угу. И что потом происходит? Потом утро настает. Хозяева думают, что они чем-то обидели домовых. А еще там просыпается Боко. Боко просыпается, ругает его. Да, куаретыны, да, вот тоже можете добавить куаретыны, ругаться. Просыпается, ругает. Потом ему очень стыдно перед хозяевами за поведение Моко. И потом что происходит в подполе? А потом хозяева думают, что они обидели домовых и начинают их задабривать вкусностями разными. И когда они сидят за столом, пока они сидят за столом и кушают, под землей уже идут к ним семья крыс. Да. Папа, мама и 3 детей. Я, кстати, не поняла, о чем они говорили там. Этот Лечетпи, его так звали отца, острый зуб, он говорит, сейчас потерпите еще немножко, сейчас здесь будет еда. А это как ее, крысыня говорит, береги себя, будь осторожен. Вот. Она еще говорит, что, может быть, подождать, когда будет еда, как она там сказала, типа не протухшая, а адиамилес. Типа выкинувшая? Ну, типа остатки. Да, Тут я типа остатки, может быть. Не помню, посмотрю я. А она что-то, она ему что-то там уговаривала на что-то. Блин, я просто не поняла, на что. Что-то она ему говорила, он ей говорит, нет, я сделаю по-своему. Типа, молчи, женщина. Да, она сказала, может, не нужно брать этот, а просто остатки съедим. Вот, точно. Спасибо, Надюш.
Точно Так, было да. такое. Я ничего не поняла, но такое было. Хорошо, пусть будет, пусть будет. Мгм. Вот. А, И что вот предпринимают Боко и Моко? Букву пока не знают. Они, то есть этот начинает дырявить пол зубами, ну, прогрызать пол начинает этот, лечит пинь. Да, А Боко и Моко что-то на него накидывают, а потом давят машинкой. А да. что они на него накинули, на дырку? Мне кажется, это как погремушки. Может быть, кстати. Когда они пили чай, они услышали звуки. Это просто было на уровне текста, то есть никаких действий не было. Когда семья крыс ползла уже по подполу, эти пили вкусные шанишки, чай с вкусными шанишками, и когда они пили чай, они услышали странные звуки. Мгм. Вот, и поэтому тогда уже родился план. Подготовились. Да, да. Мгм. То есть вот, и крыса прогрызает пол, в нее въезжают, Машины, он испугался и смылся. Ну, убежал. да, мгм. А Эти ребята начали чинить пол. мгм, чинить пол, да, и, короче, вот финальная фраза прозвучала. Тоже Да. мой, ну, Марк, ой, давай верашком, да. Давайте тогда пересказ сделаем. Тяжко. Да, ну давай, Юля, раз ты начинала, давай первую фразу скажи нам. Первую. Так. У меня вообще все слова повылетали из головы. Рано утром, например. Я же знала это выражение. Вашчукна. Вот, точно. Вашчукна, букой же са. Встал со сна. Нет, пока Буко спал, Муко проснулся, я хочу сказать. Давай. Пока. Тогда это предел. И я тоже. Да. Букой... Или когда он спал. Когда он спал, тоже хорошо. Он даже в прошлом. Я просто ижеса сказала вроде. Правильно это, неправильно? Боко ижеса спя. Боко спя. А надо тут, когда он спал, Моко Точно. что-то другое делал. Да? Ты так хочешь? Ну да. Вот. Тогда давай самый простой вариант. Это ку. Вашчукна, Боко ижику з. Тут я бы тоже сказала ижику, потому что тут два разных. Опять, да. Я поняла. Ижику, Боко ижику, Моко. Господи, проснулся. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Сардан умеющая. Сардан Сайка. Боко. Моко Сардан Сайка. Сайка. Проснулся. Сайка. Да, давайте только в прошедшем времени. Сейчас еще бы, блин. Сайкем. Сайкас или сайкам, да? Смотря какой вот. Сайказ. Сайкас, да. Если очевидное, то сайкас. А если не очевидное, то Сайкем. Сайкам. Сайкам. Это, да. Сайкам. Может, неочевидным, точно. Сайкам. Угу. Сейчас я только правила неочевидного. Подождите, открою. А где у меня тетрадочка-то? Потерялась. Боко сайкам. Это что такое-то? Простите. Значит, Моко сайкам. Думать. Блин. Как быть думать? Номалпам. Вожетемнир. Шойса. Вожетемнир. Шойса. Боколен Ериз. Кур. Сое.
Єн. Соє. Соли, соли. Миним, соли, миним, тинит, соли. Боколен соли єрискур. Угу. Даже не так. Ерыс. А можно это вот именно вот эту фразу в деепричастие перевести же, да? Она же не постоянная, правильно? Ерискур Нет. это фикс. Там ничего нельзя поменять. Ничего нельзя? Ерискур вал, ерискур лоз. Ну, типа по причине того, что Буко на меня злится, там, я что-то хочу сделать. Ну, в смысле, Муко что-то хочет сделать. Из-за того, что Боко злится. Нельзя вот это вот как-то, эту фиксу как-то на деепричастие. Ну нельзя. это не Да? совсем деепричастие будет. Это ерискурен. Ну, нет, тут не будет. Будет? Нет, это будет очень сложно, непонятно. Угу. Как тогда это совместить? Так, ты хочешь сказать, что раз он злится... Раз он на меня Боко злится, я хочу его порадовать. Угу. Есть ерискур бере. Раз он злится, вот это бере означает раз, если. А дальше... Боколен ерис курбере мон соли шомпотышко. Я ему радуюсь, но я его обрадую, я должен его обрадовать. Мон сое шумпотоно. Там с двумя Т, наверное. Да, Да, шумпотоно. с двумя, да. Его надо обрадовать. Сое шумпотоно. Угу. То есть его надо обрадовать. Сое шумпотоно. Умой. Надя. Фуф. Отстрелялась. Так, что вы там радуетесь? Так, и теперь нужно сказать, что он, в общем, там напроказничал. Да. Он решил выключить бездушные машины. Да. То есть, понять, как он будет радоваться. Это высокие материи. Надя еще раз не слышала. Айкылы. Слышите меня? Да, просто... Да. Марк тебя не слышит. Или кого не слышит. Боко шумпотыса. Моко луте макиос выключил. Как сказать? Кысыны. Кысыны, да. Кысем. Себере кучамет, да? Вы кучан говорите, да? Обувь или пыткук, или пыткучан. Ты можешь уточнить, чтобы использовать ту форму. Мы кучан, по-моему, просто говорим без... Более северные, как говорят. Извините. Мне кажется, пыткук. Спасибо. Ну вот мы либо пыткучан, либо кучан, мне кажется, мои чаще говорят. Так, пыткучан йос ватем. Пыткучан йос ты ватем. Кучан йос ты ватем. А что он еще сделал? Ну вот тут все перечислено, то есть он засунул там, спрятал газету, вытянул провод. Фоныш кассета ес ватем. Пылесос засунул тряпку. Но в холодильнике С, наверное. Он не трогал холодильник, хочешь сказать? Да. У нас в неочевидном форме... Давайте я северная в этом случае. Вот я как северный человек скажу. Холодильник южная, давай по-сложному. У меня уже... Ты же любишь сложности. Я учу, когда я разговариваю с Причатаем, я стала тормознуть и говорить, потому что я очень много думаю, как сказать. Я раньше не думала. Так, северный. В холодильнике Эвел и сам. В холодильнике Эвел и сам, да. Эвел и сам. Один тростик чайон шуйса.
Молоке шоно. Ну, ты как сказала, тоже можно сказать, потому что не трогал, потому что там много вкусной еды. Есть еще часто употребляют молоке шоно, потому что... А в твоем случае говоря, что там много еды, если дословно, не трогал, как бы со словами, говоря себе, что там же много еды. Вот, и что-то в самом начале ты сделала деепричастие, но оно как-то было не очень корректно. Шумпоттыса. Давай еще раз, вот что ты хотела сказать, вот шумпоттыса. Ну да, там как будто он действительно был брат, а типа, чтобы его порадовать, боко... Это цель. У нас... Боко шумпоттыношуэса, вот так лучше. Это точно, наверное, нет? Боко есть шумпоттон понна, или есть еще слыш форма. Это цель, да, то есть у нас мы сейчас деепричастие смотрели, они причину отражают, почему не было дождя там и так далее. Вот. А здесь как бы цель, поэтому здесь причастие, даже вот эти эмен-емен не подойдут. Боко есть шумпоттон понна, чтобы его разделить. Тем макиос кыте. Ну да, вот в Башкирии часто не ставят не ставят множественное число. Тем макиос ты, да, то есть в литературном варианте выключила что? Тем макиос ты. Но у вас действительно, я встречаюсь с этим часто, что южане, особенно вот в Башкирии, снимайте, упрощайте в этом смысле. Умой. Маша. Я не поняла, с чем они упрощают? Они говорят без суффикса аккузатива. То есть выключить бездушные штуки, да, волтем макиос кысыны. Книгаос лыджины. Не книгаос ты лыджины, не книгаос сыз лыджины. А они аккузатив не используют, что ли? Не аккузатив, это книгаос ты. Это аккузатив. Ну да, аккузатив множественного числа не используют. Да. Только во множественном они не используют. Да. Нет, и личные притяжательные тоже некоторые мы. Допустим, я скажу анай, а не анае. Вот на форму ты мы чаще говорим там сынат анаед, я скажу. Но, допустим, соес анаед как-то уже... Какие вы ленивые жопы. Ой, кто бы говорил, мы хотя бы разговариваем. Я тоже стараюсь. Юля, они зато делают сложные формы неочевидного прошедшего времени. Реально интересно, почему какие-то правила остаются в некоторых местах, а какие-то... Ну, причем странно, что вы не ставите вот в первом лице суффикс, хотя у вас влияние татарского, они-то ставят. Даже в той песне, вот там, где про Атай, он же тоже Манам Атай, или как он там пел? Да, он не поет Атайе. Но он засомневался, когда я спросила, почему он, может быть, потому что там ритм. Рифма, наверное, слог какой-то. Да. Нельзя брать в расчет. Вот, ну хорошо, Маша, давай. То есть он не трогал холодильник, потом что произошло? Обувь сказала, да, Надя, кажется, и объяснила, почему он так сделал. Да. Моко умеющим, но боко сое сайкам. Сайканы – это я просыпаюсь, а если на кого-то действует, кого-то сайкатыны. То есть буковка Т уже будить кого-то. Боко сое сайкам. Вот здесь есть глагол куаретыны, может быть, понадобится ругать кого-то. Боко сое куаретем. Вашкала дунеис герой. Вуэм. Шуса, можно сказать. Он его ругал, говоря, что ты герой из древнего мира. Вашкала дунеис герой. Сое шуса.
А можно картиночку со словами на экран? А вот, или Так, у вас вот А же не- она. я вижу только вас. А вы, наверное, переключились просто. Наверное. А куда надо снова переключиться? Я вижу картину Олину. Так, Все Тоже. видят? Потыкайте, Марк, там. Это сейчас что-то у вас, потыкаем. потому что не может быть так, что и у Юли свой канал отдельный. VIP-канал. Моко. Маин Янгыш Моко Юам. Мгм. Да, и тут уже, наверное, да, вот что. Разве? Боко. Боко Малпам. Адямиос обиделямзы. Угу. Адиамиосты, обидизы, обижать кого? То есть нам надо аккузатив поставить. Адиамиосты, миосты, обидизы. Обидизы. Мгм. Да, что они обидели людей. То есть Боко подумал, что они обидели людей. Обидизы. Да. А как сказать? По причине того, что они хулиганили. Мгм. Так, это тощ. Нет. Ну ладно, не Мышь. буду. Это Мышь. эмэн. Ертеме Да. мышь. Ертемамыш или ертемаменызы. Ладно, не буду терроризировать этими, обещала же не требовать. Мгм. Не успела. Или, Маша, смотри, ты можешь сказать, с хулиганев они обидели людей. Мгм. Каким образом они обидели людей? Так, Ертымаса Да, правильно. Адимиосты обидизы. Что нет. Угу. Но Марвис. Так. ЖВМТ, но так не было, оказывается. О, это надо Ози записать. ВЛМТ, но Адимиос Малпалямзы Боко Номоко Обидизы Шуйса. Обидены — это обижать кого-то, а если сами обидишканы. Что происходит? А я добавила глагол обидишканы. Или что? Нет, переключилась. Вот Экран? теперь я опять тебя вижу, а не одна я. Нет, я тоже. Я Может, тоже. Все Сейчас. теперь видят только тебя. Короче, Адемиос Малпалямзы Боко Номоко. Блин, я забыла этот глагол. Обидели. Так, Во, да. Ура. обидишканы. Обидишкилямзы. Шуйса. Что нет? Ух Да, ты, обидишкилямзы. молодец. Ура! Да, то есть запомните, обидены — это кого-то обижать, а вот как только у нас шк появляется, да, это уже обижаться, обидеться. Угу. Не все глаголы можно так сделать, но в целом да. И Марвы собери Оля. Оля? А нет Оли. Оля уже ушла на дачу, наверное, уехала. Ай, опять. А сейчас? Да. Да, сейчас видно слова. Так, хорошо. Марк говорил уже, нет? Нет, Нет, по-моему. Давайте Вообще тогда не Марк. говорил, да. я вообще не говорил. Вообще не говорил. Заткнули Марку случайно. А я уходил. Ну Так. тогда ладно. Так тому и быть.
Вырачкы-текле, Марк. Да. Вырачки-текле, точно. Мгм. Лежит, да, если буквально перевести лежит, не разговаривая. Мгм. Ну что, Мар Милямов есть. То есть мы вот здесь остановились, вот остались глаголы, слова. Мгм. То есть они остановились на тех переживаниях, что они обидели людей. Да. Да, да. Вот. Но и вот эта фраза, да, Да. да, не было, оказывается. Да, ну можно так и начать. Нож ожи вылым те. Адимиос коркакужоен ческит утялям. Так, смотрите, кого? Аккузатив множественного числа. Ага. Да? То есть адимиос кужозы. Кужосты. Кужосты, да. Кужосты. Точно. Адемиос, каркакужосты, ческетен, утялям. Так, Ческетем, теперь утялям. пробуем илью Утял. добавить. Утял, иля, Мзы. Утялям мзы. утял, тилям, зы. Что нет? Утялтилям мзы. А кто из них там стал, джечомыны помна, да? Мед джечомозы шуса. Мед Чтобы они... Понна Чтобы они только стали с добрее, существительными, а здесь надо через глагол, через действие, поэтому мед джечомозы шуса. Мед джечомозы шуса. Угу. И пока они пили чай с шанишками, или когда они пили чай с шанишками, они... Добрее. Да. Добрее. Шанишка, да. Чай с шанишками-то это как будет тогда? Шаньен чай, А, шаньгиен, то есть шаньговый чай. Я да. так и подумал, но странно. Да. Шаньгаен чай юйкуз, гульбечин. Их много, поэтому юйкузы. Да, юйкузы, гульбечен, отымте кунойос вуиз. Да. Вуизы или вуилямзы. 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 Что нет? Да. Умой. Юля у нас начала, давай Юля продолжит. Комакьосвал. Вал это были, а там надо сказать, оказывается, были. Сейчас, нет, подожди. Валямзы. Вылылям. Я же говорю вы. Вылылям. Зы, да? Сокомакьос вылылям. Комакьос вылылям. Лечит пинь. Господи, щион. Найти. Как будет найти? To find. Шеттины. Но они искали скорее, да? То есть искать. Нет, я хочу сказать, хотел найти. Шеттины тогда. Шеттины. Шеттемен поте. Шеттемез. Нет, шеттемет. Тогда нет, он шеттемес. Все правильно, извините. Лечит пинь, шеттемес пот щион, шеттемес поте. Вал, да, потому что или вылем, потому что это прошедшее время. Шеттемес поте вылем. Вылем. Да, почему вылем, а не неочевидное. Или вау, очевидное. вылем, все правильно. Да, и тут еще смотри, когда мы делаем эту конструкцию, тот, кто хочет, кому хочется, он будет с суффиксом len. Да. Точно. Я забыла. Потому что чит пинь лен,
Шион штемес потевелем. Угу, тоже мой, да, прекрасно. Аллилуйя. Так. В принципе, вот дальше тут уже переносится сюжет на... У тебя ты ему уже наш сказала, да? Береги себя. Нет, нет. Да? Не было еще. В смысле, я не сказала это. Нет. А как сказать его же? Лычит пинь лен. О, господи, как же жена-то будет? Кышномур? Просто Кышно. Жена. Кышномур — это женщина. Ну, может, это его женщина, а не жена официальная, но... Лычит пинь лен кышно. Его жена. Кышноез. 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 У тебя стэшуется? Верам. Я сказала, оказывается. Угу. Ну, на самом деле, это можно длинно сказать, что она за него переживала. Ну, ладно, не буду. В это время. Как будет в это время? Никак? Ну, это через 2-3 части как раз через можно сделать. Причастие. Боконо Моко. Сейчас я посмотрю, какое можно в это время причастие употребить. Что ты хочешь сказать вот сейчас про Боконо Моко? Я хотела сказать, что в это время Боконо Моко услышали звуки подполья. Угу. Тут можно сказать, когда крысы разговаривали, Бокой Моко услышали их. Кумакьёс, о господи, Верачкакузе? Да. А Боконо Моко услышали их. Ну, пиши, как будет услышали. Состы. Илья приходит. Кылылям состы. Кылылям состы. Так. И пришла в голову идея. Малпан Еразлыкте. Да. Малпан Еразлыкте. Ераз — это одна голова, поэтому надо обозначить, кому из двух, потому что их двое. Моко? Моколы. Малпан Ераз Лыктем. Да. Да, шонер. Угу. Так, и давай дадим еще слово кому-нибудь. Маша, давай тебе еще слово. Угу. Моко, Малпам, потеряла про машину. Вот. Угу. Моко, Малпам, Комакьёс, машина Емис, Мырдичке. Тут надо сделать инфинитив, да? То есть он комаке машина Емис, Мырдичкны Малпам. Да? То есть он решил врезаться своей машиной в крысу. Да, то есть тут вот в следующий момент дырявит крыса, лечит пень, острый зуб дырявит пол, и в него въезжает Моко. Лечит пень. Когда, наверное, да? Собере лечит пень выжест пеню поща. Но Моко Боко поймали ее в ловушку. Ну, ты скажи, они не ловили его в ловушку, по большому счету, они врезались в
машиной. Хорошо. Я думала, что там он с шариками что-то был. Маруся, а ты без причастия сделала, да, этот оборот? Я не помню, что я сказала. Ты можешь сказать, что Когда он пока не дырявили зуб. Я вот к этому. Или когда, или пока. Да, то есть можно, правда, как Юля говорит, когда он дырявил пол зубами, в него въехали машиной. Красивее будет. По маке... Ой, нет, что я делаю? Лечит пинь, выжес пининыс по щаку. Да. Боконо мако, машина еныс, мырдички. Машинаенызы, потому что... Или просто машинаен мырдичкизы, тогда скажи, чтобы не сложнее. Машинаен мырдичкины. Да, нам надо здесь инфинитив. Мырдичкины. Если им эта идея в голову пришла, здесь уже действие произошло, то здесь надо Илью приглашать. Они врезались в него. Когда тот грыз зубами пол, эти в него врезались. Первая часть тогда также остается. Да. Ты можешь повторить, Маша. Повторение мать учения. Да, летит пинь, выжес пининыс по щаку, машина ен, мырдички лямзы. Да, только скажи боконо моко, а то непонятно, кто врезался. Моко. Машина ен. Моко машина ен, тогда будет мырдичкем. Тоже мой. И, наверное, последняя... нет, не последняя еще фраза, да. И давайте Наде еще дадим слово. Что тут еще осталось у нас? То есть они испугались и убежали. Крысы испугались и убежали. Да, а те пошли чинить пол. Товарищи. Точно, там тупотины, да. Комак йос кышкаса бижелям. Да, или пекджилям. Пекджилям. Комак йос кышкаса пекджилям, но боконо моко пол это как? Выше, да, воже с тупотины мынылям. Да, мынылям или куцкилям и так далее. И марверам, пумаз в конце, пумаз марверам. И вот это можно прочитать, да. Улонен тиет чарай, прям. Улонен тиет чарыш чумашкитки, то не учёс. Тоже мой. Я даже пальчик вверх вот так сделала. Здорово. Я считаю, да? Это к этому? Да. Мой. Таубаджим, у нас сегодня прям очень длинный был урок. Буртеуш, домашнее задание. Возьмем 3-ю серию? Да. Почему бы и нет? Бен. А вы, кстати, читали, смотрели с титрами, которые я вам отправила, полностью расшифровку или нет? Не смотрели текст титр? Титры, отдельно титры, отдельно слушали. Да. Посмотрели текст, да? Да. Тогда надо будет делать упражнение на деепричастие, из Мары Млаща, доделать то, что у нас здесь из лабр-лабр. А можно снова номера? Какие? А я вам все отправлю из лабр-лабр. А про лабр-лабр тоже напиши, пожалуйста, Буртеуш, а то я забуду. Да, хорошо. Я вам в корне письма напишу, что именно надо делать. 201 и 202 страница лабр-лабр. Ярам. Таубачимешьёс. Утилащитис, берегите себя, и Арняуса, через неделю встретимся. Кстати, был такой вопрос, до какого числа мы с вами будем заниматься? До упора. До какого? Действительно. До какого упора? Да пока не снимут карантин, я так думаю. В июне мы все, я здесь в июне. Уже, да. Просто вопрос в том, насколько вас хватит. Ой, хватит. Потому что летом, Марк, Юлю я понимаю, да, остальных
Мне насколько тоже хочется еще изучать, интересно очень. Вот. Ну, А я стала давай понимать и стала разговаривать, и у меня прям за это вот о появился плане заряд. отпусков вы не знаете, да, пока вообще ничего не понятно ни у кого. А какие все отпуска Я поотменяют сейчас? наверное, позже только, если будет. Может, в августе. Но не знаю, да, из-за этого карантина. Давайте, у меня просто постпред спрашивает, я не знаю, у нас будут живые еще уроки или нет, но, наверное, в июне что-то вернется в привычное Не русло. факт. Да. В Москве не факт. В Москве не факт. Давайте я обозначу середину июля. Мне кажется, если отпуска, то, наверное, все равно где-то со второй Я половины думаю, да. июля. Я думаю, Что что я да. тоже надеюсь, Сейчас что... никого отпускать не будут, да. Вот, Да, ладно. середина июля, ну или хотя бы первая декада. Да, ладно. Taubadžymišjas. Ciao. Да. Тау. Ciao, батя Оля. Пока. Пока. Пока.